Между тем, Якутия – один из неблагоприятных регионов по заболеваемости гепатитом, об этом говорят эксперты. Ну а по оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С инфицированы более 8 миллионов россиян. Об опасности, масштабах, борьбе и профилактике с вирусом в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Якутия как зона поражения. 15 тысяч больных хроническими гепатитами проживают сегодня в регионе. Статистика неумолима. 600 человек нуждаются в экстренной помощи. Наша республика на сегодняшний день является одной из самых неблагополучных территорий по гепатитам. Вот по данным референс-центра по надзору за вирусными гепатитами мы практически на первом месте. Основная масса инфицированных – это лица от 25 до 45 лет, лица молодого трудоспособного возраста. Неинформированность – путь к болезни. Как сберечь себя от гепатита? Жители Якутска не знают. На данный момент ничего подобного не видел и не слышал. Возможно, я просто настолько занят, что не сталкивался с этим. Без понятия. Да, прививки. А что еще? И здоровый образ жизни. Известны две группы гепатитов. Болезнь делят по путям передачи. Первая группа – кишечные инфекции, гепатиты А и Е. Вторая – гепатиты Б, С и Д, передаются через кровь. Запущенная болезнь часто приводит к циррозу или раку печени. Особое внимание медиков к профилактике. И потом Минздраве окончательно уже принимают посписочно. Если я не попал, допустим, на этот год, я лечусь у своего инфекциониста поддерживающей терапией. Ключевым фактором в лечении гепатита является его ранняя и точная диагностика. Пройти ее можно в любой больнице, в любом районе республики. При получении же положительного результата данные больного направляются в республиканский центр. За 9 лет в Якутии прошли лечение от гепатита лишь 835 человек. Ничтожно мало. Причина – размер финансирования в центре СПИД недостаточный. Вот и остается уповать на профилактику. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.